В 2016 году житель Алдана Юрий Ли открыл кабинет лечебной физкультуры. Успешным ли оказался проект, чтобы существовать самостоятельно, узнали наши корреспонденты. Расслабиться, снять напряжение и очистить организм от шлаков и токсинов помогает баня. Сегодня парная по-прежнему популярна, хотя и в несколько нетипичном виде. На ближайшее будущее сеансы кедровой фитобочки в кабинете лечебной физкультуры Юрия Ли расписаны. Это основная глубокая чистка, то есть показания оздоровления. Успокаиваем нервную систему и в таком в общем, облегчение. В числе основных эффектов, кои достигаются в мини-баньке, общее оздоровление организма. Сеанс длится порядка 1,5 часов. После баньки показано натирание, затем обязателен отдых. Оптимальный курс включает 10 сеансов, однако клиенты определяют собственный режим. Оздоровительные услуги важны, нужны для населения, потому что это профилактика многих болезней, это здоровье в первую очередь. В наше время очень много людей, которые ведут сидячий образ жизни в силу своих профессий. Да? Если в фитобочке времяпрепровождение станет отдыхом, то растяжка на правиле потребует концентрации, выдержки и выносливости. Тренажер заставляет работать все группы мышц. Основная нагрузка идет на запястья и на лодыжки. Показания к занятиям единственное – абсолютное здоровье. Правило, да. Правило более такая серьезная, более нагрузочная. Поэтому к ней, как правило, приходят люди такие достаточно подготовленные. По образованию Юрий фельдшер, однако нетрадиционной медициной увлекся очень давно. Призма профессиональных знаний является тем фильтром, который из различных методов лечения и оздоровления выкристаллизовывает пользу в чистом виде. Главной для инструктора остается заповедь «не навреди». В планах продолжать начатое. В планах есть кое-что новое. Будем развиваться, предлагать жителям нашего города какие-нибудь новинки. Кабинет лечебной физкультуры Юрий открыл 3 года назад, получив грант от администрации района. Бизнес-проект оказался успешным. Сегодня предприниматель начинающим не является, следовательно, на поддержку от государства рассчитывать не может. Срок льготной аренды площади в бизнес-инкубаторе истекает в марте. О перспективах инструктор распространяться пока не желает. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.